От чего будет зависеть смягчение условий самоизоляции? Чем опасно бессимптомное течение заболевания коронавирусом и какие привычки нужно менять, чтобы обезопасить свое здоровье? Об этом будем говорить с Маргаритой Игнатьевой, руководителем управления Роспотребнадзора по республике. Маргарита Егоровна, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Скажите, каков сейчас коэффициент распространения инфекции в республике, от которого зависят сроки введения смягчения ограничительных мер? На утро 16 мая у нас в республике зарегистрировано всего 785 случаев новой коронавирусной инфекции в городе Якутске и в 14 районах нашей республики. Необходимо отметить, что у нас последние 2 недели заболеваемость возросла в 3 раза и за последнюю неделю в 1,5 раза. Это в основном все за счет населения города Якутска. К сожалению, у нас в эпидпроцесс увеличилось вовлечение детского населения. Если на начало месяца у нас был маленький процент детишек заболевших, то на сегодняшний день это количество составляет 13%. Есть заболевания, регистрируются среди пожилых, так и детского населения. Коэффициент распространенности у нас в течение этой недели держится на цифре от 1 до 3 до 1,1, как по республике, так и в городе Якутске. Для того, чтобы снизить ограничительные мероприятия, необходимо, чтобы мы вышли на плато, и коэффициент меньше единицы для первого этапа ослабляющих мероприятий, он продержался хотя бы минимум 1 неделю. А каков охват тестированием населения? Охват тестированием у нас в республике возрос, потому что у нас 8 лабораторий занимаются тестированием на коронавирусную инфекцию. Он составляет при нормативе 70 на 100 тысяч населения. У нас в республике он больше 270. А вот по желанию можно ли сдать этот тест? До начала этой недели у нас в городе Якутске республиканская больница номер 3, она выборочно по заявкам от населения брала эти пробы, исследовала свои лаборатории. Но в связи с тем, что, как я уже сказала, у нас сейчас идет рост заболеваемости за последнюю неделю в городе Якутске, и увеличилось количество контактных лиц, которые мы обязаны в обязательном порядке обследовать лабораторно. Поэтому республиканская больница номер 3 временно прекратила прием заявок от населения на эти лабораторные анализы. Я думаю, что к тому времени, на следующей неделе, как у нас появятся еще дополнительные, будут закуплены тест-системы, подойдут, эта работа будет продолжена. А есть ли особенности течения заболевания у якутян? В принципе, никаких особенностей течения заболевания нет. Как мы наблюдали и слышали из средств массовой информации, к примеру, в Москве, Московской области, крупных городах-миллионниках увеличилось с начала мая количество бессимптомного течения заболевания и в легкой степени тяжести, то у нас в Якутии тоже эта статистика тоже имеет место быть. К примеру, у нас бессимптомно проходит 35% заболевания у людей и в легкой степени еще 44%. В основном бессимптомные в легкой степени тяжести у нас болеют люди, которых мы активно выявляем. Это среди контактных, семейных очагов, среди коллег. Поэтому так как мы их активно выявляем на ранней стадии заболевания, то у нас такая статистика есть. И довольно долго шла дискуссия о целесообразности носить маски. Теперь пришли к мнению, что маски все-таки снижают риск заражения. Теперь начали обсуждать необходимость ношения перчаток в общественных местах. Так нужны ли перчатки и насколько они защищают? Во-первых, это очень правильная мера ношения масок в общественных местах. Никто не говорит о том, чтобы маски носить дома в кругу семьи. Но когда вы выходите из дома куда-либо, в обязательном порядке, у нас сейчас еще и по указу главы Республики Саха-Якутия Асена Сергеевича Николаева, ношение масок обязательно. А всем жителям я, конечно, рекомендую также, когда вы выходите из дома, одевать перчатки одноразовые, которые тоже позволяют не инфицировать руки и поменьше, например, пользоваться антисептиками.
лифт, подъезд, общие двери в подъезде, поручни в общественном транспорте, открывание, закрывание там дверей в магазин или в аптеку, куда вы выходите. Все это является как бы источником, да, вируса. Поэтому перчатки в обязательном порядке. Ну и ученые говорят о том, что вирус пришел к нам надолго, и нужно учиться сосуществовать с ним. Какие привычки нужно поменять всем нам? Действительно, пандемия новой коронавирусной инфекции ввела в нашу жизненную гигиену очень много вот таких необходимых привычек, как, например, как можно меньше притрагиваться к лицу, как мы говорим, к слизистым оболочкам, да, которые являются воротами инфекции, как можно тщательно и часто мыть с мылом руки и приучать к этому детей своих, потому что вот эта вот общественная гигиена в обязательном порядке им пригодится в течение последующей их жизни. Ну, к примеру, протирать все там пакеты и так далее, которые вы с магазина приносите, дома бытовую гигиену как можно тщательно мыть и так далее. Поэтому это все, я полагаю, нам пригодится надолго, потому что коронавирусная инфекция, она затронула весь мир, Российскую Федерацию, дошла вот до нас, до Якутии, и я думаю, что еще, это продолжится все это, поэтому нам надо будет как-то, и кроме социальной дистанции, нам к этому привыкать. До осени, по крайней мере, точно. Маргарита Егоровна, спасибо большое за беседу. Я напомню, мы говорили про пандемию коронавирусной инфекции. Это было актуальное интервью. Берегите себя.